Привет, родная республика! Постоянный источник витамина D снова в эфире. Мы подарим вам незабываемые эмоции, расскажем полезные лайфхаки, поделимся секретами красоты и познакомим с интересными гостями. Это студия 11, и мы начинаем. Модный показ, когда тебе 3 года, а ты уже на подиуме. Вам письмо? Кому и от кого улетели открытки из Сыктывкара? В жанре вербатим или что такое документальный театр. По народному календарю сегодня Кондрат да Ипат. В это время начинали замолотки. С вечера топили авины, двухэтажные строения для молотьбы зерна. На нижнем этаже разводили костер, тепло от которого сквозь решетчатый пол проходило на верхний этаж, где были расположены снопы. Жар подсушивал колосья, и зерна затем легко вымолачивались. Первый авины на Кондрата да Ипата крестьяне называли именинным, а для молотильщиков на завтрак варили овсяную кашу. Хозяину хлеба-ворошок, а молотильщикам каши-горшок, говорили при этом. Вечером же работников угощали пирогами и брагой. В этот день еще примечали, какая стоит погода. Считалось, что она продержится без изменения 4 недели. Также знали, что если при резком северо-восточном ветре светит солнце, то зима будет холодной. Ну что ж, посмотрим. Стильная одежда для самых маленьких и тех, кто постарше. Недаром говорят, возраст красоте не помеха, а стать моделью может каждый. В Сыктывкаре прошел модный показ. Что удивило зрителей, расскажет Никита Чернов. Модный фэшн-показ, триумф на сцене и необычные образы. Именно так вкратце можно описать красивый вечер, подготовленный одним из модельных агентств Сыктывкара. Участники скрупулезно подготовились к показу. Многочисленные репетиции, обучение базовым тонкостям, проходки модельного дефиле и примерки со стилистами. Сейчас мы видим, как создается образ. Модельная жизнь – это не только для тех, кому за 18. Самой юной участнице этого показа всего 3 годика, но она уже вовсю сияет, словно яркая звездочка. Как тебе вообще модельный показ? Все ли понравилось? Хорошо. А что именно тебе понравилось? Танцевать. В перерывах между сменами образов публику развлекали танцевальными номерами. Один из тренеров-хореографов модельного агентства с удовольствием продемонстрировала то, чему незадолго до выступления обучила своих прекрасных дам. Успешную карьеру в модельном бизнесе могут построить даже мужчины. Решил себя попробовать в этом. Думаю, не будет лишним опытом в жизни пройти показ. Многие зрители не могли сдержать эмоции, как и создатели шоу. О дальнейшем развитии модельного бизнеса в Коме рассказала и сама организатор модной сцены. На самом деле очень актуально, достаточно актуально. Я всем советую прийти и проверить это на себе. Модели наградили благодарственными дипломами и подарками, но самое главное для них победа – это, безусловно, участие в фэшн-показе. В Сыктывкаре стартовала международная акция «Вам письмо», которая организована в популярном у молодежи формате посткроссинга. Ее организатором выступила Национальная библиотека Республики Коми. Кто поддержал акцию и куда улетели открытки с яркими пейзажами нашего края? Северин Арпа узнал ответы на эти вопросы. Расскажите, пожалуйста, про акцию «Вам письмо». Откуда она взялась и в первый раз она проходит у нас или нет? Международная акция «Вам письмо» подготовлена Национальной библиотекой впервые. Почему мы решили разработать такую акцию? Потому что число иностранных студентов в Республике Коми возрастает с каждым годом, и им необходима помощь в адаптации, в том числе по изучению русского языка. И первым шагом Национальная библиотека решила сделать такую акцию «Вам письмо», чтобы встретиться с студентами, рассказать им о нашей гостеприимной Республике Коми и в том числе отправить своим родным весточку. Ну и, соответственно, мы рассказываем иностранным студентам о том, как они могут сотрудничать с Национальной библиотекой для того, чтобы получать ресурсы различные, и как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн. А как вообще она проходила, эта акция? Как вы выбирали студентов, куда-то обращались, может быть, в СГУ специально?
Да, мы, конечно, давно сотрудничаем как с Сыктывкарским государственным университетом, так и с Ухтинским государственным университетом. И, конечно же, в первую очередь мы обратились к ним, чтобы они стали партнерами нашей акции, потому что в первую очередь иностранные студенты учатся именно в этих университетах. Оба университета с радостью отозвались, и было очень приятно, что они откликнулись на нашу акцию. Вот сейчас мы провели ее в Сыктывкарском государственном университете. И второй раз у нас запланирована встреча уже с теми студентами, которые приедут позже. В какие страны улетели письма, и помимо самого текста, было ли в конвертах еще что-то? Мы сделали открытки разных видов. Первый вид – это наша национальная одежда Республики Коми, наш местный колорит. В том числе это, конечно же, основные архитектурные памятники города Сыктывкара. Понятно, что их много и все не уместишь, но мы хотели показать основные. Это Коми-деревня. Тоже важно показать наш колорит, какие у нас есть именно села и так далее. Ну, конечно же, никуда без наших традиционных лесов, ягод. Это тоже очень важно показать, что у нас есть такая красота. Открытки улетели именно большинство в арабские страны. Это страны Египет, Сомали, Алжир. Были также студенты на встрече из Кыргызстана. Ну, насколько я понимаю, ранее вы сказали, что акция пройдет еще в стенах УГТУ, то есть, видимо, она продолжится? Да, мы планируем продолжать акцию, то есть это не 2-3 встречи. Мы, в принципе, Национальная библиотека всегда встречается со студентами, мы всегда открыты к сотрудничеству. У нас есть, конечно же, специальная литература для иностранных студентов, как именно по направлению обучения самого студента, так и, конечно же, по адаптации к русскому языку. Ну и в заключение пожелания жителям республики, нашим иностранным гостям. Очень хочется, чтобы иностранным гостям здесь нравилось, иностранные студенты, чтобы приезжало как можно больше, чтобы они учились, чтобы они узнавали о нашем крае и, конечно же, чтобы они рассказывали родственникам и родным о нашем крае. Это важно, это интересно, это опыт и межкультурный обмен. Спасибо вам большое, желаем удачи. Да, спасибо, вам тоже взаимно. В нашей жизни мы так или иначе сталкиваемся с печальными ситуациями и историями. Именно в такие моменты мы должны испытывать чувство сопереживания и при возможности помочь. Но бывает так, что в бешеном ритме мы забываем о таких чувствах. Один из любительских театров Сыктывкара поставил спектакль «Брошенное» в жанре вербатим – документальный театр. По сути, это постановка, основанная на реальных событиях. Знакомьтесь, это артисты любительского экспериментального театра «Откройся». На сцену выходят как взрослые, так и дети. Объединяет их одно – любовь к искусству, а также пробам нового и неформатного. Свой театр актеры называют лабораторией. Театр – это место, где ставят спектакли, а лаборатория – это место, где ставят эксперименты. А наш театр-лаборатория – это место, где ставят театральные эксперименты. То есть мы пытаемся найти, пытаемся искать, пытаемся пробовать какие-то новые жанры, может быть, как бы это ни было громко сказано, новые формы театрального искусства. Вот и сейчас замахнулись на новый жанр – вербатим. Спектакль «Брошенные» основан не на литературном произведении, а на документальных источниках. Для создания использовали интервью, статьи, истории из уст героев-прототипов. Но я думаю, что это очень важно для них. Они напрямую соприкоснулись вот с этими историями. Это не где-то там, не где-то в кино, не где-то в телевидении, там, в газетах. Это здесь, вот прямо здесь, с тобой на соседней улице, может быть, в соседней квартире. Истории разные о человеческом безразличии, равнодушии и боли. Молодые артисты попытались прочувствовать все эмоции, которые испытывали герои. Для того, чтобы зритель окунулся в атмосферу и после спектакля сделал свой выбор. В следующий раз сможет ли он пройти мимо? Наверное, каждый что-то для себя свое должен понять из этих брошенных людей, из этих ситуаций, возможно, найти себя в этих ситуациях и обратить внимание на свою жизнь. Конечно, участники спектакля верят в добро и надеются, что своей постановкой смогут сделать этот мир чуточку лучше и научить поступать по совести.
Мы плавно подошли к середине выпуска. Продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Это студия 11. Не переключайтесь, и тогда узнаете кое-что интересное. Что значит фраза «полюби себя»? Мнение психолога. 100 лиц истории Коми. В республике выпустили необычную серию значков. Ну почему они такие? Ситуация, когда стыдно за друзей. Сегодня, 4 октября, Всемирный день животных. Он призван обратить внимание человечества на проблемы этих обитателей планеты. По информации Всемирного фонда дикой природы, каждый час на Земле исчезает 3 вида животных. 70 видов флоры и фауны исчезают ежедневно. А четверть всех видов перестанут существовать в ближайшее время. За последнюю четверть века биологическое разнообразие Земли сократилось на треть. Давайте помнить об этом и беречь природу. И в продолжении темы о красоте окружающего мира фотограф из Сыктывкара Татьяна Спицына регулярно делится прекрасными изображениями пернатых фотомоделей, которые даже и не подозревают, что попали в кадр. Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах отмечают еще и Международный день врача. Инициаторами создания этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ». В наши дни эта профессия вызывает еще больше уважения, ведь эти люди самоотверженно помогают бороться с коронавирусной инфекцией, зачастую рискуя собственными жизнями. Пожелаем им и всем медработникам здоровья. В постоянной ежедневной гонке за временем, решением большого количества проблем и задач мы забываем о себе. Начинается хандра, за ней депрессия, которая не самым лучшим образом сказывается на нашем самочувствии и здоровье. Что же делать? Надо просто вспомнить о себе любимом. Да-да, каждый из нас – это отдельный мир, который требует к себе правильного отношения. Очень часто психологи говорят такую фразу «полюби себя». Надо любить себя, нужно обратить внимание на себя, нужно научиться ценить себя. И не все понимают, как это сделать. Как сделать, допустим, первый правильный шаг. На эту тему написано много литературы, очень-очень много лекций на эту тему снято. Мы сегодня с вами давайте попробуем сделать одно упражнение. Возьмите ручку, возьмите листок бумаги и напишите такую фразу: «Я уникальное произведение искусства». И напишите 100 фактов, которые подтверждают этот тезис. Все очень просто. Все, что у вас есть, оно уникально. Абсолютно все. Вот такой конфигурации носа, глаз, губ и ушей нет ни у кого в мире. Это совершенно точно. И ваша задача научиться это видеть. Есть какие-то тонкости вашего характера, тонкости вашего поведения, которых вообще ни у кого нет. И это уникально, и это здорово. На это нужно посмотреть безоценочно, не в формате «плохо», «хорошо», а просто «у меня это есть». Ну вот, например, я так умею уникально храпеть, что никто это делать не умеет. Вот так вот переливисто, вот так вот затяжно, да, можно фильмы ужасов озвучивать, допустим. Или у меня настолько уникальный прикус, уникальные зубы, вот такой кривизны зубов вообще ни у кого нет в этом мире, что это является моей фишкой. Научитесь видеть свою уникальность, научитесь ее фиксировать, ее выделять. Попробуйте посмотреть на себя с другой стороны и другим взглядом, безоценочно. И это вам поможет, совершенно точно. К вековому юбилею республики было подготовлено очень много подарков.
Это и выставки, и концерты, и семинары. А чего стоит огромный ковер из Краткеровского района? В общем, перечислять можно много, а вот в стенах Института языка, литературы и истории Коми научного центра создали сразу 2 серии значков. Какие? Узнаем из следующего материала. Игорь Любомирович, перед мной, вами, нашими телезрителями замечательная коллекция значков, очевидно приуроченная к столетию нашей республики. Расскажите нам побольше. Коллекция значков, на которых изображены гербы наших муниципальных образований и герб Республики Коми. 20 муниципальных образований и герб Республики. Всего серия из 21 значка. Каждый существует в 10 экземплярах. 10 экземплярах, но помимо цифры 100, которая, наверное, везде у нас сейчас в Республике Коми, здесь есть еще и цифра 435. Но вот здесь вот как так получилось, как это можно объяснить? Объяснить это совершенно невозможно, это хитрые изгибы истории, но получилось так, что в этом году 35 населенным пунктам Республики Коми, ныне существующим, исполняется 435 лет. Мы, историки, не могли пройти мимо этого момента, и вот появилась серия значков про 35 населенных пунктов, которые исполнилось 435 лет. Помимо проекта, посвященному старинным селам, которым в этом году исполнилось 435 лет, Коми научный центр подготовил еще и другой. Это серия значков под названием «100 лиц истории». Расскажите об этом поподробнее. 20 из них уже появились, но, к сожалению, я не могу их явить вам живьем. Они, опять-таки, на почте. Пока, готовы значки про 10 видных политиков и 10 замечательных журналистов. На подходе значки про деятелей науки, образования и экономики. Все остальные будут чуть позже. Конечно, не могу не попросить вас не показать, что же в этих коробочках. Я предполагаю, там тоже значки. Но можно, например, вот эту вот показать. Да, здесь некоторые варианты, как мы могли бы презентовать эти значки. Например, здесь герб Сыктывдинского района, соответственно, в нем и значки, которым исполнилось 435 лет, и вот они, эти значки. Выльгат, Шошка, Иб, Лызом, Гарья, Пашга, Паривицы, Парчик, Зеленец и Часова. Поскольку все-таки у нас год столетия Республики Коми, там мы про это тоже не забыли, и, соответственно, это тоже отметили, что это все сделано в год столетия Республики Коми. Игорь Любомирович, помимо значков, которые, кстати, очень интересные, чем еще Коми научный центр может похвастаться? Что вы, ваши сотрудники, подготовили к столетию, к вековому юбилею нашей республики? Давайте покажу. Проще всего. Естественно, для нас, ученых, главное – это книги. Вот это самая последняя, самая свежая наша книга «Святыни земли Коми», над которой наши ученые принимали достаточно активное участие. Я тут похвастаюсь, что я научный редактор. Книжка очень интересная, яркая и, я бы даже сказал, просто вот на редкость, да, сделана с любовью. Она об истории православия, о том, как распространялась здесь Стефаном Пермским и его преемниками христианская вера, о том, как строились храмы и какова судьба этих храмов в настоящее время. Естественно, что рассказывается и о создании Сыктывкарской, а затем и Воркутинской епархии. Это вот то, что касается этой книги. И вторая, тоже совершенно замечательная книга «Историко-культурное достояние Республики Коми». Она тоже вышла в этом году и презентовалась на фестивале «Красная площадь». Тоже какое красивое издание здесь. Издание просто замечательное. Это самое спасибо нашей республиканской типографии. Здесь рассказывается о традиционной и современной культуре всех народов, которые проживают в Республике Коми, в разной, конечно, степени. И о самой древней истории, когда, собственно, здесь и зарождались культура и искусство. Наверняка это все очень-очень интересно. Игорь Любомирович, спасибо вам большое за эти проекты, которые Коми научный центр подготовил к вековому юбилею Коми. Было интересно пообщаться. Я очень рад. Приходите еще.
Поклонники абсолютной чистоты. Сколько их среди нас? Доподлинно неизвестно, но в их квартирах и домах вы навряд ли найдете лишнюю пылинку. Причем умудряются они чистить даже те вещи, о которых мы даже и не думаем при уборке. Я мою розетки раз в неделю, тщательно промывая каждую щель зубной щеткой. Предварительно демонтирую их со стены, а потом устанавливаю на место. Так мыть розетки гораздо удобнее. Когда у вас есть друзья, это здорово, но согласитесь, гораздо веселее, когда среди них встречаются те, кто порою ведет себя более эмоционально, чем другие. И не стесняются этого, а вот вы при этом испытываете некое недоумение. И на этом пока все. Желаем плодотворной рабочей недели и новых приятных знакомств. И помните, нет того понедельника, который не уступил бы своего места вторнику. До встречи!